Всем привет. Всем привет. Пока никого нету. Ну, подождем немножко. Так, пока я поставлю чайник. У нас уже 12 час ночи, поэтому я буду говорить шепотом. Так вот, надеюсь, слышно меня. Напишите там, как нормально, нет, слышно. 12 час ночи. Чтоб не разбудить никого, я вот шепотом говорю. Так вот, полголоса. Здорово, Никита. Здорово, как слышно меня? Так, ладно, чаек я поставлю. Все спят, что ли? Слышно хорошо, просто громкость увеличил и хорошо стало. Понятно, у себя, да? Все понятно. Короче, зажигаем спички, чтобы чаек поставить. У нас тут тишина полная. Сейчас буду спичку поджигать. Еле успел донести спичку. Спичка так вот зажигается. Смотрите, как спичка зажигается. Надеюсь, слышно. Давайте я свет так вот сделаю. Вот так вот сделаю свет. Вот так вот. Сейчас слышно, нет, как спичка будет зажигаться. Ладно, не буду я телефон палить. А то еще телефон загорит. Я что шепотом-то говорю, у нас тут уже 12 часов ночи. Поэтому, чтоб никого не будить, вот шепотом приходится. Надеюсь, слышно меня. Сейчас чаек с вами попьем, чаек. Чаек на ночь глядя. Я говорю, у нас 12 часов, поэтому так вот полголоса говорю. Спичками, да, баловаться не надо спичками. Это точно. Так, чайник я поставил. Ладно, свет включу. Тут плохо видно, тень прыгает. Так, этот верхний я выключу свет. Так, что сегодня у нас будет вкусненького? Посмотрим. Тут вкусняшки есть, короче, разные. Тут такие вкусняшки. Сейчас мы их посмотрим. Распакуем. И будем с вами пробовать. Домик из спичек. Можно. Чуть попозже. Так, вот, короче, вот такой вот.
Что это такое? Пирожное бисквит глазированное с кремом со вкусом ваниль. Есть, вот, смотрите. Но срок годности еще не вышел. Так что нормальное. 64 грамма. Вот такая вкусняшка. Потом вот такая вкусняшка мамба. Мамба. Это конфеты цукерок. 6 цукерок. 6 конфет. Вот их, когда жуешь, они это самое разжевываются и тают во рту. Они из чего-то такого сделаны, что они это, ну, как жвачка похожа, но конфеты. Так, дальше. Вот такая большая упаковка шепотом, а потому что я говорю, у нас сейчас 12 час ночи, 12 час ночи, поэтому, чтобы никого не будить, я вот так полголоса пытаюсь говорить шепотом. Тут я один на кухне сижу, поэтому как бы это самое никому не мешаю. Но если я начну полный голос говорить, то прибегут люди и будут стучать в стенку. Так, вот такой чокобой. Да, у нас плюс 6 Москвы. То есть какое сейчас время в Москве, надо прибавить его к нему 6 часов. То есть сейчас в Москве у нас так, сколько? 5 часов, да? А в Якутске 11 часов. Ну, люди уже все спят. Люди все спят. Вот такое лакомство чокобой. Карамель. Та же фирма, что делает этот пирожные, это всем известные. Вот эти чокопай. Такая вкусняшка. Сегодня будем кушать с вами. Затем вот такое Crazy Patty. Спасибо большое, Денис, большое. Радуете. Меня, конечно, радуете. Позитив. Crazy Patty. Дельфины, акулы. Жевательный мармелад с натуральным соком. Вот такой вот мармелад, он внутри лежит. Так, вот. ВК. Ну, нет у меня ВК, нету. В контактах нету. Так, такой вот суперкит. Есть Инстаграм. Ссылка на Инстаграм есть. Вот, если вы перейдете там на канал, сам канал, там ссылка в Инстаграм будет. Суперкит. Такой вот йогурт ванильный с шоколадными конфетами. Вот такие вот конфеты прикольные. Спасибо. Я постараюсь дополнять фотографии в Инстаграм новые. Пополню, чтобы, значит, было интересно смотреть. А то я давно туда ничего не загружал. Вот такой вот, короче, йогурт ваниль с вот такими штуковинами. Это звук, это чайник на плите начинает закипать. Так, затем вот такие вот трубочки вафельные с начинкой. Вот такие вот, семейка Осби. Так. И вот такой вот зефир воздушный. Смотрите, какой он длинный. Зефир воздушный со вкусом клубники. Мы живем, да, здесь живем, в городе. Всю жизнь живем. Так, вот такой вот Angry Birds написано. Жевательный мармелад. Вот она длинная, но всего лишь 40 граммов. Всего лишь 40 граммов. Вот такой вот воздушный зефир.
со вкусом клубники, вернее. Так, ну вот у меня есть здесь еще куча вот таких вот конфет. Тут разные конфеты. Тоже будем их есть с вами, разные тут. Можно даже распаковать сейчас и посмотреть, какие там конфеты. Так, развязать их тогда. Сейчас я развяжу. И мы посмотрим с вами, какие там конфеты. Люди, наверное, не знаю, наверное, кто-то еще с работы, наверное, много не пришло. Так, вот конфетика. Ладно, я так буду по одной доставать. Смотреть с вами будем. Смотреть. Так. Вот такая конфета Леди День. Суфле. Нежное суфле и фрукты. Вот такая конфета. Конфеты с курагой. Так, дальше. Ну, это маленькая конфетка такая. Ну это сосалка дюшес. Дюшес. Так, вот такая конфета. Думи. Думи. Вот такая конфета. Не знаю даже, что за конфета это. Так. Потом нямик. Конфеты нямик. Первый раз такие вижу. Я кроме вот этого дюшеста больше ничего не знаю. Так, затем конфета неон. Ботаника. Такая вот. По-английски написано, кстати. Импортные, что ли, конфеты. Так, затем вот такая тоже Леди День. Только с другим она фруктом. Суфле фруктов и миндаля. Вот. Так, что тут еще было? Так, вот такая вот Думле Дарк темная, а это другая, то есть они разные. Так, что там еще есть? Вот еще есть такая же, только оригинал, Думи оригинал, то есть их 3 разных, представляете, 3 разных вида. Так, и все, что ли? Realme телефон называется Realme, ну это такая же, да, это такая же. Телефон Realme, китайский телефон, недорогой. У него плюс какой? Такой плюс, что он хорошо снимает и стабилизация есть. Вот так он китайский, Realme, фирма такая, посмотрите в интернете. И вот такая вот конфета есть. Суфле и кокос. То есть вот таких 3 разных вкуса, 3 разных вкуса конфет. Так, что там еще есть такого необычного? Такая есть. Так, ну вроде бы все. Тут их много конфет, просто они как ассорти из конфет. Так, такая есть. Все, ну короче, все я уже вытащил. Все конфеты. Вот у нас сколько с вами вкусняшек. Мы будем пробовать сегодня. Так что берите тоже чаек. Там чаек, кофеек, у кого что есть. И будем с вами пробовать, кушать. Ну, чтобы вам было тоже как не голодно во время стрима. Берите чаек, кофеек. Так, а какой у нас чаек с вами сейчас? Есть еще вот такие вот шоколадки. Вот такие шоколадки Альпен Гольд Орео.
я не съем это все. Вот такая шоколадка есть. Альпельбон Макс Фан 150 граммов. Здесь манго, ананас, маракуйя. Взрывная карамель, очень прикольно. Вот я такую ел, она во рту начинает, трескаться во рту. И такие, как маленькие бомбочки взрываются. Шипучие шарики. 150 грамм, большая такая шоколадка такая. Потом, так, это я показал. Альпенгольд Тария, вот это вот. Реалми. Что-то я забыл, слушайте, да. Реалми, ну, там, которая зум какой-то в слове, зум есть. Зум, потому что она приближает, Realme Zoom. Там посмотрите, Альпенгольд, кокос, инжир и соленый крекер, шоколад, вот такой еще есть. Тоже прикольная шоколадка. Так, вот их сколько у меня шоколадок. Видите, да, сколько? Целая куча шоколадок. Конфет тоже вот сколько, смотрите, конфеты. Все вот это вкусняшки всякие. Ну, было больше, но я, по недоразумению оставил, ну и стало их меньше. На видном месте оставил. Они, оказывается, вкусняшки, они очень хорошо расходятся. И если их оставляешь где-то, они просто куда-то теряются. Там слово зум есть в Realme, я не помню как точно. Так, ладно, сейчас я тут лишнее все уберу. Чайник уже закипает. Так, чайник закипел. Так, давайте я это все лишнее уберу здесь, чтобы не мешало. А вот это мы с вами, будем есть сегодня, кушать. Так, в сторонку подвигаю. Так, а какой чай у нас сегодня? У нас чай будет вот интересный. Не знаю, пили вы, не пили такой чай. Вот смотрите, какой Барон Мюнхгаузен, зеленый чай. Вот зеленый чай, вот такой цейлонский, настоящий цейлонский чай. Вот со Шри-Ланки, Шри-Ланка. Это вот рядом с Индией. В Индийском океане остров такой есть, если знаете, Цейлон. Вот там вот Шри-Ланка. Оттуда этот чай, настоящий, Так, и вот такой чай есть еще, чай. Вот такой травяной чай с липа, чайный пакетик. Вот такие вот. Сейчас попробуем тоже с вами эти чаи вместе. Так, давайте возьмем теперь, надо мне стакан взять. Так, вот он. Вот. Сейчас это подстаканник сполосну его. Так, ну, возможно, 25, да. Ну, это недорогой же телефон. Дорогой, это 100 тысяч, айфон там, то все. А это так, ну, такой он, как средненький, да, средненький. Я люблю чай вот с таких подстаканников пить. Как будто бы в поезде едешь, вот такой вот. Так, ну и давайте мы вот этот распакуем. Барон Мюнхгаузен. Тут, кстати, даже смотрите надпись на английском языке, то есть он как экспортный вариант за границу.
страницу идет. Так, берем. С этими, с ярлычками удобно. Удобно такой чай. А вот такой вот, у меня тут есть чай вот такой. Его просто без ярлычков. Он без ярлычков. Вот это ярлычок. Его удобно. Смотрите, как берете, ложите и за вот эту вот ручку его вот так вот обворачиваете, чтобы его было удобно доставать оттуда. А этот неудобно, он без ярлычка, и поэтому его вытаскивать неудобно. Так, наливаем кипяток. У меня здесь кипяток, так, чуть подальше. Пар идет. Пар. Ой, перелил. Ничего страшного, надеюсь. Ничего страшного. Так, мне надо внимательнее за этой штуковиной следить. А то прошлый стрим у меня телефон упал. Я что-то делал, и он у меня, короче, упал. Свалился на пол. Я подумал, что телефон разбился. Ну, слава богу, что телефон целый остался. Так, работает вроде бы нормально. Ну, я, по крайней мере, не заметил там каких-то огрехов в работе. У меня вообще я телефон с этими ношу. С этим в чехле обязательно. Я так просто я не ношу телефон. Боюсь его поломать, как бы, да, сами понимаете. Стекло наклеено там, то все. Так, ну что, давайте. Пока чаек у нас заваривается, вот такой чаек зеленый, настоящий цейлонский. Так вот поделаем. Довольно крепкий чай вот этот зеленый получается. Я уже его пил. Насколько продуктов купили? Ну да, приходится, конечно, работать. А как же? На сколько рублей? Ну, я не считал. Ну, 1000, не знаю, сколько. Или меньше. Меньше, наверное. Давайте для начала вот этот чекобой распакуем. Как он? По 150 тысяч телефоны покупают. Ну, ни черта себе. Богатые друзья. Но я надеюсь, что они в кредит телефон не покупают, а прямо идут со 150 тысячами в магазин и там покупают. Потому что телефон в кредит покупать, ну я не знаю. По-моему, зачем? Так, смотрите, здесь какие-то есть прорези. По-моему, надо вот по этим прорезям, да, точно. Вот эти прорези есть, и надо по ним как-то открыть. А как это сделать? А, вот так вот, видите, даже можно ногтем. Ногтем можно просто прорезать. Да, 150 тысяч телефон-то это ого. На эти деньги можно куда-нибудь улететь и целый месяц жить там на 150 тысяч. Даже можно не один месяц, а вот здесь еще надо, можно несколько месяцев жить на 150. Зимой вот цены же на аренду они невысокие, поэтому там, если, допустим, по 20 тысяч, даже можно, может, и дешевле, там за 15 тысяч в месяц. Это представляете, на 150 тысяч сколько времени можно месяцев жить. Но это если чисто аренда. Ну, там, конечно, питание надо, и все это, понятное дело. Вот такая упаковка чекобой. Вот она что из себя представляет. Запакованная. Здесь вот есть вот такие вот, чтобы рвать, да? Вот так вот дело отрываем. Опс. И смотрим. Там какие-то грибы. Тут грибы. Смотрите, вот такие грибы. У них, как они интересно сделаны. Они, короче, вот эта головка у них, головка гриба, она с шоколада, шоколадная. А вот эта палочка, она
печенюшка, это печенье, короче. Вот это ствол этого гриба, это печенюшка, а вот это шоколадка. Вот они такие все здесь. Ой, а это, смотри, это обломилось. Ё-моё. Где-то там головка, значит. Вот это вот. Вот такие вот они. Короче. Так, ну что, давайте попробуем для начала чаек. Как он на вкус. Давайте я буду пробовать. И рассказывать вам, какой его вкус. Ну да, вкусный чай. Зеленый. Зеленый же полезнее, чем черный чай. Так, ну что, давайте пробуем. Так, грибок берем и пробуем его. Ну да. Молочный шоколад, молочный. Ну такой приятный, да, шоколад. Знаете, вкус какой шоколада, как вот есть же эти игрушки, которые на елку вешаются, типа конфет. Вот такой же. Или вот этот есть шоколад, как киндер-сюрприз. Может, знаете, да? Киндер-сюрприз, там яйцо, вот это вот. Такой же шоколад точно. По вкусу. Но мне так кажется, может, я ошибаюсь, но довольно нежный, сливочный вкус, без горечи. Да. Давайте еще я одну съем. Еще одну съем, такую штучку. Такой грибок. Ну, почему так вот они все криво как-то? Почему все кривые какие-то они? То есть прямых нету. Тоже там наливайте чаек, кто это зашел на стрим, и все вам не хотелось кушать сильно. Я не могу, допустим, видео смотреть на ютубе, мне надо обязательно просто не могу смотреть. Так, надо что-то взять, такое, какую-нибудь еду, сижу, смотрю. Ну, единственное, что их тут, конечно, немного. То есть это, видать, рассчитано на ребенка. То есть вот этим, конечно, сложно наесться. На раз хватит только. Горячий чаек, горячий. Вкусный чаек. Так, ладно, давайте мы его в сторонку. Сюда вот. Давайте попробуем вот такие вот жевательный мармелад с натуральным соком. Это мармеладки. Crazy Patty. Сумасшедшая вечеринка называется. Это акула изображена. Это конек. Вот дельфин. Здесь сколько веса посмотреть. Что-то не вижу вес я. Совсем не вижу. Азовская кондитерская фабрика вижу, что написано. А, вот вес 70 граммов. Так, а делают-то где его? Не пойму. Азовская, Москва, город Мытищи. Господи, что в Москве делают? Ладно, давайте открываем. Crazy Patty. Будем пробовать мармелад с натуральным соком. Так вот открывается. И что там внутри смотрим. Там вот такие вот мармеладки.
Они из какого-то двойного двухслойный желе, двухслойное, смотрите. Это акула, да? А это дельфин, Смотрите, тут разное, тут можно, ну, вроде бы дельфин, да? Или мне кажется, или не все одинаковые. Не знаю, все одинаковые они. Они просто разного цвета. Может, вкусы разные. Ну, давайте попробуем вот этого для начала. Опс. Посмотрим, как он. Он довольно твердый. Смотрите. Какой... Ё-моё. Тяжело. Его даже порвать тяжело. Смотрите, как я его жевать буду. Ё-моё. Смотрите. Какой он твердый, а? Мне что, ножиком его резать, что ли? Боже мой, какой он твердый, а? Мне его пришлось несколько раз крутануть, чтобы он это кусочки добыть. Вот такие вот. Пробуем. Твердоват. Он, наверное, у них давно в магазине лежал, поэтому подсох и стал вот такой вот твердый. Конфеты же имеют какой-то срок годности, да? Совсем твердые, слушайте. Но это и может хорошо, что твердый, его сразу не съешь. То есть, если был бы мягкий, его бы можно было сразу вот это все съесть. А так его можно просто, ну как конфетку сосать, и долго можно. Долго. Ладно, я отложу его. Что-то он мне не зашел. Не понравился. Он засохший. У нас в магазинах засохшие продукты продают старые. Короче, вот я на такой нарвался. Так, теперь пробую такое. Это что такое? Пирожное, да? Пирожное бисквитное. Глазированное с кремом со вкусом ваниль. А большая такая, большое пирожное, 64 грамма здесь. Так, давайте открываем. Какой... Так, как его открыть-то? Ё-моё, даже не поддается. А что такое, ножницы? Ну, сейчас ножницы возьму. Ножницы, минутку. Сегодня у нас среда. Через 10 минут уже будет четверг. Сегодня 13-е. И поскольку 13 число и осень, надо, короче, что-то такое, как-то жизнь разнообразить. И вот я решил, значит, 13 числа устроить вот дегустацию вкусняшек разных. Пробую. Так, ладно, давайте разрежем сбоку. Так. И что там внутри? А вот она, смотрите, какая. Там видно, нет? Такая штуковина внутри. Не фокусировать. Так вот надо. Фокус уходит. Ладно, я достаю. Ну, чем-то напоминает рулет, да? Рулет. То есть его можно даже и порезать ножиком. Так, где ножик-то? Где ножик? А вот. Так, давайте посмотрим, как он сделан. Так вот кусочками такими порежем.
Но я вижу, что тут шоколадная глазурь, а внутри какая-то начинка белая. Смотрите. Я думаю, что она вкусная, она мягкая. Мягкая и вкусная. Давайте пробовать с чаем зеленым. Чай зеленый. Давайте пробовать. Нет, эта штука вкусная, действительно, она мягкая такая. Во рту тает. Такая какая-то начинка маслянистая. Вернее, сливочная внутри. И шоколадная глазурь. Вот он. Вкусно, вкусно. Я ее могу один съесть сейчас. Давайте еще съедим вот этот вот кусочек. У нас, короче, в Якутске все уже, снег не тает. Уже минусовая температура. Минус 4, минус 6 градусов. Вот. И, короче, уже стало прохладно. Прохладно, надо одевать уже такую более теплую одежду, обувь такую, вот, сапоги там или что. Если вы куда-то далеко, значит, передвигаетесь, желательно уже, конечно, такие потеплее, осенние, вот осенние, зимние, вот уже надо одевать одежду, короче, чтобы не замерзнуть на улице. Угу. Так, давайте вот эту пробовать. Вот эту еще съедим с вами. Она выглядит, да, вкусно, вкусно выглядит. Пирожное такое вот. Называется оно, сейчас я вам скажу, 7 days. 7 дней. Так. Но я думаю, что снег не растает уже. Вот эти холода, наверное, они уже все окончательно у нас. И посчитайте, что вот зима наступила. Уже зима наступила. То есть сегодня у нас 13-е, да? Ну, она где-то дня. Снег уже второй день лежит. То есть получается 10 октября зима наступила в Якутске уже. Ну, поскольку снег не тает, я считаю, что это зима. А осень, когда это дожди, слякоть, вот такое дело. А когда уже снег, значит, это зима. Ну, конечно, еще если до календарной зимы, с декабря месяца, но у нас здесь север, у нас здесь морозы начинаются рано, и морозы довольно сильные, поэтому зима раньше, конечно, наступает. Так, давайте вот это вот съедим. Вкусно. Вкусно с чаем зеленым, самое то. Но главное, когда вы вкусняшки едите, да, сладкие, вы в чай не добавляете сахар. Это противопоказано. Нельзя это делать, потому что сладкий чай сладкими конфетами или чем-то, они забиваются, и вы вкус не чувствуете вкус. Поэтому надо обязательно чай, чтобы был вот обычный, без сахара. Обычный черный или зеленый чай там какой-то. Вкусняшка вообще. Да, на фоне вот этот вкус пирожного выделяется на фоне чая, оттеняется, короче. Ну, не оттеняется, а выделяется, да, я бы так сказал, вкус. А если бы был чай сладкий, то оно бы вкусы бы смешались, у вас сладкое со сладким, вы бы ничего не поняли. Так. Ладно, это убираем. Пирожное это убираем из 7 Day.
Хорошее пирожное, рекомендую его вам покупать. Оно мягкое, довольно и это самое нежное. Так, дальше. Вот такие вот конфеты Мамба есть. Мамба. 6 конфет, 6 цукерок. Почему-то цукерки, это же по-украински, да? Или по какому? Партнер, почитаем. Беларусь. Кто сделал-то? Германия написано. Берлин изготовлено. О, ничего себе. Германия сделан. Обалдеть. Вот это да. Я даже и не знал, что их делают где-то это самое вот в европейских странах. Ну давайте попробуем. Ладно. Так, а здесь вот такой штучки нету, да, как вот на сигаретах или на жвачке, да, сбоку. Поэтому придется вот так вот руками открывать. Руками. Так, берем. Разворачиваем край и видим конфета. Вот Мамба. Написано Мамба. Но я знаю, это жевательная конфета. Жевательная конфета, довольно вкусная. Ее надо жевать. Разворачиваем. Такая вот, такой фантик. И вот сама конфета. Такая вот, такого цвета. Розовый, да? Ну, довольно твердая, смотрите. Если даже ножиком ее взять, попробовать. Ну, она режется, конечно. Давайте я кусочек небольшой отрежу. Вот такой вот кусочек. Тут еще шоколад пирожного. На ноже сохранился. О, кот пришел. Слушайте, кот пищит. Так, кто там что пишет? Что с голосом? А у нас сейчас 12 часов ночи. Понимаете, я сижу на кухне и не могу громко говорить. Поэтому мне приходится вот так вот шепотом, полушепотом говорить. Ага, понимаете? Если я буду в полный голос говорить, то я разбужу всех тут вокруг, и будут люди стучаться в стенку. Я бы не хотел им мешать. Так, я вот эту взял, короче. Ну да, ее надо жевать. Однозначно жевать ее надо. Но она такая, уже, наверное, давно выпущена, довольно твердая. Они, по-моему, мягче, что ли, бывают, когда выпущены изначально. 26 граммов, 6 конфет. Ну, особо ничего такого не запоминающегося нету, я не знаю. Ну, конечно, кто любитель таких конфет жевательных, он будет жевать, да? Она такая немножко кисленькая, сладкая. Короче, ну, прикольно. Прикольно. Ну, тоже это на любителя такие конфеты. Потом у нас что есть? У нас есть вот такая вот вафельная трубочки такие вот. На распродаже, короче, в магазине я взяла. Но они нормально, все, смотрите, они не треснуты, ничего, давайте. Семейка Осби называется. Это что, фирма такая? Останкинский завод бараночных изделий. Так, давайте пробовать. Это лишнее убрать отсюда, чтобы не мешало. Так, вот такие вот получаются вот целые 2 ряда таких трубочек. Сама трубочка вот такая вот.
она с каким-то, то есть вот это вот вафля, да, а внутри какой-то наполнитель белый. Сейчас мы его с вами попробуем, эту трубочку. У меня уже тут чай кончается. Чай кончается скоро. Ну и сейчас я допью и там другой заварим. Липовый чай. Она, кстати, легко ломается довольно. Легко ломается, поэтому надо быть осторожно с ними. Нельзя их трясти, там колотить, они иначе сломаются. Так, давайте пробовать. Да, нормально, да. Вкусно. Знаете, что напоминает? Вафли обычные, такие вот, ну, которые обычные вафли, знаете, да? Такие плоские. Только эти такие круглые. Ну, и все-таки другой вкус вот этого теста. Тесто другой вкус. Так они вкусные, их можно кушать вполне. Сливочный вкус. Так, уже у меня уже чай кончился. Сейчас мы с вами другой чай будем пить. Так, вот этот я убираю. Убираю его. Так, выкинул. Теперь мы с вами вот такой вот чай попробуем. Липовый чай. Липовый чай. Сейчас я кипну, чайник кипну. Надо же горячим чаем, водой горячей заливать. Поэтому сейчас. Такие спички есть. Вот, смотрите, спички. Сейчас вы послушаете, как спички чиркают. Так, ой. Так. Кто-то там что-то мне говорили же, да, что что-то можно выкладывать с этих спичек, да? Домик, еще что-то, смотрите. Раньше в коробке спичечном было 100 спичек, я знаю, 100 спичек, и стоил коробок 1 копейку, да? А сейчас, ну, здесь точно 100 спичек нету, здесь меньше. Здесь я считал, короче, вот в этих коробках где-то спичек 30 всего. Дом, давайте дом сделаем со спичек. Вот это у нас крыша. Крыша, да? Вот так вот. Вот так. Сначала делаем крышу. Да, но это мы делаем крышу. Вообще-то дом строят сначала с фундамента. Я знаю. Вот так вот. Это у нас стены получилось, потолок. О, вот он и дом. Ну и можно со спичек выкладывать разные, ну, что вы хотите выкладывать. Можно всякие вещи. Даже их, говорят, как-то клеят спичка к спичке, и получают, можно это как стройматериалы делать, какие-то макеты даже каких-то зданий, чего-то там. Ну, можно буквы выкладывать вот со спичек. Все вот так вот, буква какая-то Т, да? Т. Давайте имя канала выложим со спичек. Т. Потом буква какая? И, да, у нас? И. И, буква И. Палка. Ти. Потом буква М, да, у нас идет. Буква М. Так, чайник начинает закипать.
нас большая получится буква. Ну ничего страшного. Тим. Давайте вот так вот вот так вот я ее перемещу. И букву О надо еще сделать. О. Она получится у нас как квадрат. Ну, можно, конечно, спички поломать, но я не буду, потому что мне ими еще надо будет зажигать огонь, и они пригодятся, спички. Так, вот название канала Тимо. Можно вот еще так вот выложить, как бы такую рамочку, да? Хватит, не хватит. Так вот выкладываем рамочку. Такую, блин. Задеваешь, и все сразу ломается. Так. Вот таким вот образом. У меня спичек-то хватит вообще. И здесь сверху. Хватит. Во. Тима. Вот, имя канала. Значит, Тима, пожалуйста, вам выложили. Вы тоже можете со спичками, вот, если вам заняться нечем, можете взять коробок спичек и выкладывать что-то с них. Какая цена у вас на спички? Цены разные. Я вот покупаю не по коробку спичек, а сразу как бы большую пачку, где 10 коробков. Вот такая пачка одна, да, из 10 коробков. Ой, я извиняюсь, выключить. О, боже мой, он падает, сейчас чайник закипает. Короче, 14 рублей стоит 10 коробков спичек. Ну, я сразу, конечно, беру спичек много, то есть я сразу могу взять 10 таких блоков по 10 коробков, чтобы, ну, не бегать каждый месяц за спичками. Какой смысл? Они же недорогие, по 14 рублей, это если 10 блоков, 140 рублей. Этих 10 блоков хватит на очень на долгое время. Кстати, нам недавно газовики приходили, проверяют газ. Сейчас стали газ проверять. Раньше газ, последние где-то лет 20 совсем плохо проверяли. Практически не ходили, а тут какие-то проблемы начались у газовиков, там то все, там, ну сами знаете, проблемы с газом, да, есть. И они стали ходить проверять каждый год состояние газового оборудования, вот там меряют, есть ли утечка какая газовая, понимаете, да? Вот недавно приходил мастер, значит, от газовиков и нас проверял плиту, трубы проверял, значит, все нормально, хотя плите уже очень много лет, ей очень много лет, но она работает, нормально работает. Надо постучать по дереву, да, чтобы это как не сглазить. Нормально работает, поэтому смысла менять ее нету. Она очень прочная и, нету единственное, что электроподжига, но мне наоборот нравится вот спички зажигать. Когда спичку зажигаешь, вот такой вот звук и запах приятный. Не знаю, это сера тут загорается, когда.
Кстати, можно выключить свет. Давайте я свет выключу. Мы с вами без света. Я попробую. О, как темно стало сразу, да? Все нормально, все нормально. Это просто свет. Сейчас я спичку зажгу. Так. Видно, да? Так вот она горит в темноте. Тут у нас ночь уже 12 часов. У нас уже 14 октября. Прикольно, да? Ой. Ой. Ну ладно. Все, я включаю свет. Так вот включил свет. И от них остаются вот эти вот такие штуковины, да? Если вы головку, вот эту головку возьмете и попробуете ее на вкус, она соленая будет. Потому что тут, насколько я знаю, фосфор, вот это сама головка. Давайте попробуем ее. Прикольно, да? Она соленая. Как будто, ну да, соль. Как будто бы соль в ней. Но это вот этот зажигательный состав, он, короче, такой на вкус соленый. То есть, если у вас нету соли, да, допустим, и вам что-то надо посолить, просто берете вот, поджигаете спички и можете вот этими головками посолить вашу еду. Ну, конечно, это крайний вариант уже, но, наверное, потому что соль, наверное, у всех есть. Соль недорогая. Так, читаем комментарии, у меня приходится залазить. Да, с голосом у меня все нормально, у нас ночь просто. Поэтому мне шепотом приходится говорить. Так, чай. Да, вода вскипела, поэтому мы сейчас с вами будем пробовать такой азер-чай Herbal Tea Липа. 20 чайных пакетиков с конвертом. Нормальный, это вкусный чай тоже. Липовый чай. Я, допустим, не люблю постоянно один и тот же чай пить. Там черный, да, мне надоедает. Поэтому для разнообразия вот такие вот покупаю чаи, где, значит, разные вкусы. Сейчас вот липовый чай. Вот такой пакетик с ярлычком, очень удобно. Теперь мы с вами зальем водичкой горячей. Кипяток. Кипяток. О, там кто-то, слышали, звуки наверху ходят у нас надо мной. И что-то они это самые звуки издают. Наверху соседи тоже не спят. Так, ладненько, давайте. На чем я тут остановился-то? А вот эти мы с вами попробовали, да? Они вкусные. Их можно брать в такую трубочку. Она вообще, смотрите, я даже могу пальцем поломать ее. Вот, все. Просто пальцами. Без особых усилий. Они вкусные. Ну, как вафли, только вот такой формы. Прикольно. Давайте вот так вот поделаем, чтобы чай лучше заварился. Вот так надо делать. Вверх и вниз. Это липовый чай, не черный чай. Липа. Он говорит, полезная липа, да? Давайте вот с этим вот еще съедим. Грибок такой есть. Грибок.
Я же показал уже, да? Кто не видел, еще могу просто показать. Вот такие чокобои, да, есть у нас. Нью, кстати, это карамельный вкус. Что-то раньше такой типа не выпускался. Вот это ихняя новый вкус чокобоя. Палочка из печенюшки, а вот это шоколад молочный. Давайте. Вообще, как будто липовый веник. Такой аромат, как будто в бане. Я не знаю, из липы тоже же веники делают, да? Да, так у меня уже схомячили. У меня вкусняшек было больше. Я оставил, короче, вот забыл, и половина не стала, короче говоря, вот таким образом. Но они вкусняшки пропадают. Поэтому пока есть, надо их есть. Не знаю, как кто, но мне мы вот все вкусняшки эти любим есть. Они у нас не лежат. Так, давайте вот такие конфеты есть. Леди День. Леди День есть конфеты. Вот такие вот суфле и кокос. Кокосовая стружка. Так, давайте я открою. Что-то она плохо рвется. Совсем плохо рвется. Сейчас я так вот разрежу. Я почему? Ух ты, какая она здоровая конфетина-то. Ё-моё. Далее. Давайте прочитаем, где их делают, эти конфеты. Тут по иностранному написано, кстати. Иностранные надписи. А вот по-русски есть. По-английски. Ничего себе. Это куда, в Америку, что ли, даже экспортируют, что ли, раз по-английски. Изготовитель Чувашская республика. Чебоксары. Чебоксары, короче, вот это делают. И надписи. Какой-то язык-то, подождите. Сугар. Это английский язык. Great Britain написано, да? По-немецки даже есть. По-немецки и по-русски. По-казахски есть. Ага. То есть это экспортные конфеты, экспортный вариант. Значит, качество должно быть хорошее, раз они идут в Great Britain, в Англию, значит, в Великобританию. Привет. Между собой, да. Вообще, давайте разрежем пополам. Блин, у меня еще в этом шоколаде, я когда резал, это пирожное шоколадное. Так, вот. Смотрите, состав какой интересный. То есть мы что здесь видим? Это типа муки, что ли, или что это? А это наполнитель какой-то. Что это? Что это такое? Давайте попробуем. Вот так вот еще. Вот так вот разрежу ее. Сейчас попробую, как вкус. Захотелось вот посреди недели сделать стрим такой веселый, как бы позитивный, да, со сладостями. Ну, поскольку осень и такая погода мерзкая, значит, вот хочется чего-то такого. Значит, надо как-то позитивно мысли себя настраивать, чтобы не было вот никаких отрицательных мыслей из-за этой погоды. Слушайте, как кокосом конкретно. Вкус кокоса. Такой четкий вкус кокоса. Но она сладкая. Она очень сладкая конфета. Ее надо чаем запивать.
Чаек берете, вот липовый чаек. Вообще идеально. Идеальное сочетание. Вот это даже, я бы сказал, что черный чай, когда он довольно крепкий даже, и он сбивает вкус конфет. То есть лучше вот такой мягкий чай, типа как липовый или зеленый. С ними лучше конфеты пить. Давайте. Да, вкусные. Вкусные конфетки. Так, дальше. Что у нас есть? Вот такая конфета Нямик. Сейчас мы его попробуем. О, это как это, знаете, как что, корова нарисована. Есть же коровка конфета, да? Такая, типа риски, что-то такое плана. Типа риски. Ну, она, я думаю, что она такая вся. Она двухслойная, кстати. Тут и внешний слой, и внутренний. О, боже. Все падает. Так, ну твердая какая-то, смотрите. Ничего себе. Давайте попробуем разрезать. Кстати, один лайфхак могу подсказать. Вот если вы быстро съедаете конфеты, да, конфету, чтобы, ну, медленнее есть, да, просто надо, знаете, как сделать, ее нарезать кусочками. Вот такими кусочками нарезаете конфету, и она дольше естся дольше. То есть вы просто берете, ну, потоньше надо, потоньше, да. Просто берете вот одну такую дольку и ее кушаете. Но это неплохая конфета, да. Она мягкая. Не знаю, какой состав там, наверное, написано. Ну, такая классическая, знаете, конфета сладкая. Сливочный вкус, я бы сказал. Корова же там нарисована, то есть вот молоко, вкус молока. Такая вот она. Поэтому вот так порезали конфету. Ее, ну, если у вас избыточный вес, там еще, ну, на диете сидите, да, вам же много конфет нельзя есть. То есть порезали вот так ее и потихонечку, помаленьку ее такими кусочками кушаете. Чаек. Да, вкусно. Так, дальше. Вот такая конфета есть. Думле Original. Не знаю. Давайте пробовать. Так, давайте прочитаем, что тут написано. Фирма только. Фазер написано. Фазер. И все. Но я знаю, вот эта фирма Фазер, она, да, конфеты делает, они, по-моему, даже не дешевые. Так, и что у нас тут? О, пропадала. Да? Ну, возобновилась внутренности. То есть, ну да, она самая, то есть она жуется, как и риска. Вкусные конфеты. Снаружи шоколад, а внутри риска. Ну,
Опять риски на любителя. Конечно, ну. Давайте запьем. Она уже, конечно, жуется, и риска. Она к зубам прилипает. Ну, что мне не нравится. К зубам прилипает. Да, вкусно. Вкусно. Затем вот такая конфета есть. Необотаника. Необотаника манзана. Господи. Давайте развернем. Прочитаем, что тут написано. Совсем плохо видно. Санта-Крус. Санта-Крус Original. Это где они сделаны? Санта-Крус. А, это Испания. Испанская конфета. Ничего себе. Это конфеты из Испании со вкусом каким-то каких-то фруктов. Ботаника написано. Давайте. И вообще это как желейная конфета. Видите же, желейные конфеты. Но мне желейные конфеты нравятся. Некоторым они не нравятся, а мне желейные конфеты нравятся. Вот такая вот конфетка мягкая. Она, смотрите, какая мягкая. Сейчас мы ее попробуем. Какой у нее вкус. Нормально, нормально. Такой мягкий этот мармелад. Мягкий, да. Обязательно чаем. Ну, с кислинкой. Такой определенной кислинкой. Это в этом прикол. Так, дальше. Что у нас есть еще? Вот такие вот. Такой вот суперкит йогурт. Ваниль. С шоколадными конфетами. Тут даже минералы, да, есть калий плюс D, витамин D, да, калий для костей, а даже написано калий и витамин D. Давайте попробуем. То есть здесь такая крышка, да, есть. Наверное, вот так надо сделать. Ага, вкусные. Конфеты вкусные, да, все вкусное. Сладкое вкусное. Единственное, что вот эти мармеладки, да, они какие-то старые оказались. Старые, засохшие. И их жевать невозможно. Но я не могу толком жевать. Так, давайте открываем эти. Блин, она какая крепкая, да? Как они крепко тут сели. А, во как здесь. Смотрите. Даже можно не переворачивать. Я думал, надо перевернуть, чтобы они не высыпались. А на самом деле, во как. Вот эти конфеты, да, разных цветов. Они здесь внутри. И здесь вот такой есть язычок. Смотрите. Такой язычок есть. За него мы должны потянуть. Вот. Вот. То есть вот такие вот конфетки, вот такой вот йогурт здесь. Суперкит. Савушкин написано. Давайте откроем. Я давно йогурт. Ну, вот такой вот йогурт. Белый. Ух ты, он что-то упал туда внутрь. Вот
ложечки нету. Обычно еще ложечку, я знаю, ложат, чтобы можно было сразу есть. Так, о, смотрите, какая ложка. Но у меня есть, смотрите, какая ложка. Вот такая вот ложечка есть. О, по сравнению с чайной ложкой она вот насколько меньше. Смотрите, да? Юмет написано. Это, я знаю, это горчичная ложка. Горчицу, чтоб ложить. Вот такие раньше ложечки делали. Ну, давайте попробуем. Вот этот нежный йогурт. Как он на вкус? То есть, я так понимаю, вот эти штуковины, да, вот эти конфеты, их надо сюда закинуть. Ой. Вот так вот вы закидываете, да? Возможно, даже перемешать их. Вот так вот вы перемешиваете. Вот так вот перемешиваете и кушаете. Потом уже прямо получается у вас йогурт с конфетками вот этими. Давайте попробуем. Ну, неплохо, неплохо. Эти конфеты, как M&M's, такие же по вкусу, только они меньше. Разноцветные. Домик из спичек ты делать не хочешь. Я уже сделал домик из спичек. Я уже делал аппликацию из фантиков клеить. Да как аппликацию? То есть вырезать из фантиков какие-то и это самое, что-то вырезать и, значит, клеить на бумажку какой-то рисунок, да, вот эта аппликация будет. Да, я помню, в этом детском саду мы такую штуку делали, аппликацию. Это было очень давно. Я уже забыл, как это делается. А потом надо клей. С этой аппликацией больше возни. Потому что надо вот это все нарезать, потом эти отходы остаются от бумажки. Клей надо, клей этот пачкается, короче, везде. Вот так вот вы поедаете, короче. Неплохой. Неплохой вкус. Но это как отдельное блюдо, конечно. Как отдельное блюдо. Десертное блюдо. Вот эти конфетки с йогуртом. Прикольно есть. Но когда вас уже все достало, как бы жизнь уже хреновая, вот можно такой йогурт покупать с такими радостными конфетками, и у вас минутка радости будет в жизни. Минутка позитива. А сейчас осень. Осень наступила. На улице у нас уже снег не тает. Холодно. Надо уже одевать такую одежду. Осенне-зимнюю одежду уже. Куртки, сапоги, более теплые, значит, носки, более теплые штаны, вот таким образом. Да, вкусно, вкусно. Так, где там эти? Есть еще? Есть, да?
Сейчас я их доем. Где эти конфетки были? Ну да, они уже кончились. Так, ладно, давайте мы в сторонку уберем его. Ой, падает, сыпется. И нужно, кстати, обратно закрыть. Дальше вот берем. В холодильник можно убрать и завтра съесть. У нас сейчас уже ночь, половина первого ночи. Представляете, все люди спят. Завтра рабочий день. Супер кит йогурт. Ваниль. Вот можно в холодильник поставить. Сейчас я в холодильник поставлю, и завтра мы съедим его. Так, дальше. Давайте шоколад, что ли, попробуем. Шоколад будем пробовать? Ставьте лайк. Вот такой вот шоколад есть. Альпенгольд. Молочный кокос, инжир, соленый крекер. Боже мой. Что только не придумают. Соленый крекер. Где, кстати, этот альпенгольд делают? Интересно мне. Так, состав: сахар, какао тертое, масло, какао, кусочки инжира сушеного. Вон тут натуральные ингредиенты. Сыворотка сухая, молочное молоко, сухое цельное, стружка кокосовая, жир молочный, крекер соленый, дробленый. Так, молоко сухое, безжирное, эмульгаторы. Может содержать следы арахиса и других орехов. Тут вес, состав, вот этот по граммам дается, сколько чего. Так, где же его делают? Это Альпенгольд. Тут у нас что? Вот под этим. Здесь по-казахски надпись. По-казахски, белорусский есть, да? Так, а сделано-то где? Кстати, грузинский язык, вы видите, да? Еще есть дата изготовления, информация. Так, где его сделано? Это изготовитель ООО Монделис, Русь, Российская Федерация, Владимирская область, Петушинский район, город Покров. То есть его в Покрове делают, в Владимирской области. В России его делают Альпенгольд. Они в Альпах, не в Швейцарии. Как нам это самое на рекламе все показывают. Альпенгольд, Альпенгольд, Швейцария. Его, оказывается, в Владимирской области делают. Представляете? В городе Покров. Да, это далеко не Швейцария, конечно. Давайте посмотрим содержимое. Кстати, удобно стало. Вот так вот берешь просто и тянешь в стороны. Опс. Вот она раскрывается. Шоколадка. Так вот раскрываю. Ну все, конечно, есть не будем за раз. Не знаю, диабет будет. Вот переворачиваем. Вот тут, пожалуйста, такие рисунки. Альпенгольд. Смайлик, улыбнись. Видно, да? Вот. Давайте. А я ножиком буду. Он тает, кстати, в руках. Тает шоколад. И потом пятна остаются. Давайте вот так вот я дольку отрежу. Вот. И попробую. Да, вот такой вот состав. То есть там инжир, кусочки инжира. Инжир, подождите, что? Кокос и соленый крекер. То есть внутри. Подождите, нет, срочно надо зарядку.
надо зарядку. 2% пишет. Так, все, успел, включил. Хорошо, есть подзарядник. Так. Так, а я ее съел. Да, ну он такой, да. То есть тут жир есть. Ну, типичный шоколад тут такой. Как Альпенгольд, знаете, сливочный шоколад. Молочный, да, молочный шоколад. То есть он, ну, классический, я бы сказал, классический такой. Ну и чувствуется вот этот инжир. Стружка тоже чувствуется. Угу. Прикольно. Обязательно надо запить шоколадку чаем. Да, класс. Еще смотрите, какая есть шоколадка. Вот такая вот. Альпенгольд Орео Классик Чизкейк. Так, комментарий какие-нибудь есть? Томик из спичек. Сколько у тебя сейчас уже время? Время у нас сейчас 12 часов 45 минут. Да, все вкусное. Такое еще Альпенгольд, но вот это вот Орео сейчас оно очень популярно. Классический чизкейк. Тут даже, смотрите, калории указаны. Господи. Так, где сделано? Опять прочитаем. Ага. Владимирская область, Петушинский район, город Покров. Сделано. Представляете? Вот это Альпенгольд, швейцарский, да? Вроде бы как Альпы, да? Альпы же, да? Альпенгольд. Давайте откроем Орео. Также открывается она. Вот таким вот образом. Сейчас посмотрим, что там у нас. Блин, прилип. Ой, рукам липнет, смотрите. Так, улыбнись, Альпенгольд. Вот такой вот он. Давайте порежем. Ой, так надавливаешь, там как будто бы печенюшка. Такой звук. Слышно, да? О, как будто бы печенье режешь. Видать, там внутри вот это печенье Орео, которое популярно сейчас. Так, давайте посмотрим состав внутренний. Ну вот, внутри вот такой вот слой. Давайте на вкус попробуем. Что-то печенье практически не чувствую. Но есть. Оно не полностью печенье там, а кусочки печенья опять. Сладкое печенье, сладкий шоколад. Вкусный тоже, конечно, да. Давайте его отложим. Попробовали. Но это на любителя, конечно, эти все шоколадки. Так, вот такая конфета есть еще. Леди День. Не забывайте сочетать. А, у меня, смотрите, у меня же чай кончился. Давайте еще раз чайник заварим. Вскипятим. Поджигаем спичку.
нас уже в Якутске глубокая ночь. Без 15 час ночи, представляете, да? А я не сплю. Вот таким вот образом. Спички еще есть. Вообще, надо спички дома держать обязательно. Потому что, ну понимаете, да, должен быть какой-то вот запас продуктов НЗ, да, так сказать, на мало ли что может. И спички там должны быть, и свечка должна быть там, и консервы должны быть такие, которые не портятся, да. Шоколад тут можно туда положить, какое-то печенье, галеты, которые вот долго лежат и, значит, не портятся. Ну, мало ли что, и спички, обязательно спички должны быть, потому что, ну, без огня, без тепла, если холодно, сложно будет выжить. Даже ничего, ты чай не вскипятишь, ничего, без спичек. А если какая-то что-то произойдет, могут магазины не работать, дефицит продуктов, там то все. Поэтому надо обязательно, конечно, запас спичек иметь, чтобы выжить. Так, давайте пробовать вот эту вот конфету. Давайте я с краю вот так разрежу. Ух ты, интересно, смотрите, какой с черносливом. Конфеты с черносливом. То есть вот это вот чернослив вокруг. А здесь посередке какая-то начинка мягкая. Мягкая начинка, а это чернослив. Прямо чувствуется. И тут глазурью покрыта такой вот от этого от конфеты остаток. Леди день. Конфеты с черносливом. Сейчас чайник закипит, и мы с вами заварим, но уже не такой, не липовый, не зеленый чай, а есть у нас другой. Так, где он? Сейчас, подождите минуту. Тут подлезть надо. Куда он делся-то, а? Иван-чай. Ничего не пойму. Была коробка с иван-чаем. Куда-то делась. А вот нашел. Иван-чай. Смотрите. Вот есть два разных иван-чая. Вот этот мне привезли. Ну, это коробочка не из-под него, конечно. Это чай был. Вот Иван-чай вот такой. Вот, смотрите, какой. Тут это получается цветы вместе с, собственно, с чаем. Вот такое. То есть, когда завариваешь его, он довольно ароматный, вот этот Иван-чай. А есть, я еще раз покажу, вот такой Иван-чай. Сейчас открою коробку, банку. Вот такой вот есть Иван-чай, смотрите. То есть вот он такой. Но это уже его собирали здесь у нас рядом где-то с Якутском собирали. Вот сушили, как-то обжарили. Ну его же дополнительно его обрабатывают. Давайте вот этот заварим. Так, это я выделю здесь остатки. Так, и запах, кстати, вот от этих чаев, от них запах такой конкретный идет. Приятный запах. Это, кстати, чаи, они полезнее, чем черный чай. Давайте вот такой Иван-чай заварим. Цветочками. Так, 2
щепотки, я думаю, хватит, да? Еще немножко, вот столько. Все. Теперь надо кипятком лить. Кипятком и накрыть, и чтобы постояло минут 5. Так. Чтобы пар на телефон не шел. Сильно пар. Так, вот смотрите, теперь его надо чем-то закрыть. Не знаю, у меня вот такая есть. Такая штуковина. Смотрите, это можжевельник. Я закрою вот так вот его. И пускай он постоит. Заварится минут 5. Надо, чтобы постояло. Заварилось, потом уже можно пить. Ах, какие запахи, если бы вы знали. Ароматные запахи. Так, а что у меня телефон на бок? Перекосило его. Сейчас я поправлю немного. Так. Сейчас, минутку, я другой телефон принесу. Я хотел новости почитать, какие сегодня и погоду на завтра. Да, вот такой телефон есть. Кстати, вот видите, он какой толстый, да? Blackview. У него аккумулятор 10 тысяч мАч. 10 тысяч. Такой вот. Он толстый. Смотрите, какой толстый. Он бронебойный. Его, короче, я видел тесты, его скидывали с 3 метров. С 3 метров кидали его. И с ним ничего не происходило. Также он воды не боится. То есть его можно, соответственно, это самое, ну, купаться с ним можно, мочить, ничего не будет. Он выдерживает погружение на большую глубину. Вот эта фирма Blackview, она делает телефоны. У него, кстати, вот это сенсор есть, отпечаток пальца, да, вот здесь вот сбоку. Потом у него есть НФС, то есть бесконтактная оплата. Потом у него есть подзарядка беспроводная. Беспроводная подзарядка, вот знак беспроводной подзарядки. Так, дайте-ка, что там посмотрю. Еще надо. 2. Так, ага. Вот он подключился, все. Так, дальше у него, короче, НФС, подзарядка беспроводная. И вот у него IP68 Submersible. Это уровень защиты от влаги, самый высший, короче. У него также есть как бы радиостанция. Вот вода, это что такое? Это вот кидать можно, да, его, снег там, то все. Он это все выдерживает. И вот смотрите, у него даже под антенну, вот видно, да, вот это вот, эта антенна здесь, он как рацию, можно использовать ее. Вот отдельно кнопка вот такая, видно, да? PTT здесь. Ух ты, это этот трещать, оказывается, стал. Это деревяшка, облепиха. Я поставил на горячее, она начала трещать. Но сейчас запах от облепихи пошел. Ой, не облепиха, это можжевельник, все я говорю. Короче, рация вот такая есть у него, представляете, да? Ну вот, и если такой же телефон какой-то с этой функцией, вот рация нарисована у него здесь, вот если видите, да? То есть такой
бронебойный аппарат конкретный. Но он тяжелый, но он зато очень долго работает. 10 тысяч миллиампер аккумулятор, он несколько суток вы можете его не заряжать. Слабое место у него это камера. Камера что-то совсем плохо снимает. Так, новости. Сейчас посмотрим, какие у нас новости. Надеюсь, меня слышно и видно. Так, какие-то я включил его, начали какие-то сообщения приходить. Так, какие в Якутске новости? Так, где новости-то, господи? Картинки. Якутск, вот. Сейчас новости посмотрим. Так, министр образования, нам не интересно. В Центральном округе Якутска горожанам предложили самим посыпать скользкие дороги песком. Ух ты! То есть сейчас что у нас? У нас же снег выпал и гололед. То есть что предлагают? Самим вот смотрите, такие ставят мешки с песком, да? Для посыпки гололеда и наледи. То есть вы берете, я не знаю, чем руками или лопату надо, и песок сами раскидываете. В Якутии 13 тысяч бюджетников ждут повышения зарплаты. Так, ну это понятно. Реконструкция аэропорта в поселке Белая гора в Якутии завершится к концу 2022 года. Ну да, Белая гора у нас довольно удаленный объект от Якутска на севере, поэтому туда сложно добраться какими-то путями. И вот обязательно, конечно, аэропорт, он Якутия, конечно, без самолетов она не выживет просто. Поэтому у нас очень большое внимание авиации уделяется. Во многие районы просто невозможно добраться иным путем, кроме как вот на самолете или вертолете. Так, субсидии для молодых семей. Ну это уже реклама. Демонтировали самовольно размещенный киоск фрукты и овощи. Так. В Поронайске может появиться приют для животных. А это Сахалина что-то, причем здесь. Жители Якутска пожаловались на голубую водопроводную воду. Ого, ничего себе. Голубая. Так. На месте крупного торгового центра Якутии может появиться школа. Вот это да. Вот это круто. Слушайте, ну действительно, у нас столько магазинов, торговых центров. Просто диву даешься. Столько жильцов нет в городе, чтобы вот это все скупать. Я не знаю, так много вообще. Не надо, конечно, магазинов. Так. О, коронавирус опять тут. Макет корабля из фильма «Звездные войны» установили в Якутске. Ух ты. Ну-ка, это что такое? Посмотрим сейчас. Якутские косплееры построили макет космического истребителя повстанцев X-Wing. Ничего себе. Где он? А, вот он, смотрите. Посмотрим. Якутские фанаты собрали копию истребителей Звездных войн за 3 месяца. Видно, надеюсь, да? Вот он. Вот это процесс сборки идет. Строительство длилось 3 месяца. Из Звездных войн они макет сделали вот этого джедайского корабля. Вы представляете, да? Космический корабль сделан из фанеры и дерева. Они где-то в лесу его делали. Он большой, смотрите. Над проектом работало 6 человек. Обалдеть.
Вот это круто. И вот он такой получился. Нормально, да? Ну, вообще класс. В лесу где-то. О, нормальная новость. Такие новости мне нравятся. Так, в городском парке Якутска появилась копия звездолета Люка Скаутера. А, это получается в парке культуры. Надо будет сходить поснимать, кстати. Надо сходить. Энтузиасты из Якутии построили в местном парке реплику космического корабля из «Звездных войн», на котором передвигался рыцарь-джедай Люк Скайуокер, сообщает РИА Новости. Ничего себе. Так что приезжайте в Якутск смотреть на копию вот этого корабля «Звездных войн». Так, в ПФР Якутии рассказали, как получить пенсионерам компенсацию проезда на отдых. Ну понятно. Неработающим пенсионерам осуществляется двумя способами. Вот, то есть первые все расходы оплачиваются при возвращении после предоставления данных. Мне уже что-то горло устало. Давайте почитаем. Тема интересная. То есть все же знают, что у нас дорогой проезд здесь, и государство оно помогает гражданам раз в 2 года выезжать куда-то по России гражданам республики. С этого года оплата компенсации проезда на отдых неработающим пенсионерам осуществляется двумя способами. Первый – все расходы оплачиваются при возвращении после предоставления данных. Второй способ – пенсионеру выдается талон, на основании которого он покупает авиабилет. Напомним, цены на авиабилеты фиксированные, установленные в начале года при заключении контракта ПФР с авиакомпаниями. До 2021 года, чтобы подтвердить поездку на отдых, надо было предъявить приглашение физлица, либо туристическую или санаторную путевку. Это вызывало много нареканий. Не все едут в санатории, многие выезжают отдыхать самостоятельно. Сейчас пенсионеры без предоставления дополнительных документов могут получить талон на покупку авиабилета и ехать отдыхать. Чтобы получить талон с прописанным маршрутом, необходимо написать заявление с указанием места отдыха, уточнили в пенсионном фонде. Так что вот такое улучшение, в общем-то, в этом смысле. То есть вам просто надо указать место, до которого вы летите, и вам выдают талон, либо вы сами едете, а потом по приезду предъявляете билеты, в пенсионный фонд, и вам их оплачивают. Вот 2 пути. Так, ладно, давайте. Чай у нас уже заварился, да, мы же чай пьем, да? Еще погоду посмотрим, какая погода. Так, вот этот инжир. Кстати, вот эта штука, она напухла. Можжевельник. И такой еще, он растрескался. Смотрите, какие трещины появились. Ничего себе, да? Смотрите, не было их. И он прямо трещал. Вот, смотрите. Кора, можжевельник. Это мы, по-моему, где-то в Судаке, что ли, покупали. Я, по-моему, в Судаке покупал. Запах какой. Какой запах. Если бы вы знали. Запах просто обалденный. Так, вот такой Иван-чай. Смотрите, какой он. Тут цветочки плавают. Сейчас мы его попробуем.
Интересно, а можно чай прямо с цветами есть? Потому что такие цветки прямо, смотрите, видите, да? Я думаю, если его проглотишь, ничего страшного не будет. Может, даже полезные никакие. Может, какие витамины там в цветах. Есть же вот это варенье с лепестков роз. Его едят, варенье с лепестков роз. Почему не? Так, про песок новость, огонь. А что, дворники уже закончились? Я не знаю. Наверное, закончились. Тима, вам, наверное, всю ночь конфеты сниться будут. Не знаю. И мне вот, когда я мало по времени сплю, да, мне рано завтра вставать надо. Кстати, скоро будем... я забыл совсем вот эту штуку. Я говорю, что скоро надо будет заканчивать стрим и мне спать ложиться. Вот эту штуку-то я забыл попробовать. Зефир вот этот. Angry Birds. Он такой длинный. Вот эту еще попробуем с вами. Так, давайте пробовать. Вот это тут чернослив. Конфета. Леди День. Кстати, чернослив-то настоящий. Без подделки. Вот смотрите. Прикольно. Очень вкусная конфета. Обязательно запивайте чайком. Так, ну и что? Давайте теперь откроем эту зефирку. Так, как ее открывают-то? Такая длинная она. Давайте я просто обрежу. Просто вот так возьму. Просто вот так вот обрежу ее. Тут, кстати, вот этот Angry Birds нарисован. Если кто играл на телефоне, прикольная такая игрушка есть. Вот это вот Angry Birds. Так, теперь как его вынуть здесь? Давай, вылазь. О, полез. Смотрите, он двухцветный, что ли, да? Точно двухцветный. Давайте я все вынимать не буду. Отчасти. И сейчас тут обрежу вот так вот. Ножницы. Этот ножик где? Вот такой вот кусочек я отрежу. Ух ты, какой. Так. Смотрите, он как сплюснулся, да? Так, туда его обратно. Обратно туда запихиваем. Упс. Я не все не съел этот кусок большой. Поэтому его... Сейчас уже ночь, надо спать будет ложиться. Вот такая зефирка. Мягкая, смотрите, какая. Такая внутри, такой состав. Давайте пробовать. Ну да, она уже, конечно, я не знаю, когда была произведена, довольно жестковато. Довольно жестковато. То есть она лежала у них. Или это такая специальная зефирка долгоиграющая, чтобы долго можно было есть. Да, но она приятная на вкус. Кстати, вот этот есть еще, как он называет, господи, такие круглые, похожи очень на эти зефирки. Маршмеллоу, есть такие.
похожи очень. Да они тоже вкусные. Так, давайте доедим эту кусочек. Допьем чайком с иван-чаем. Сейчас, кстати, надо чай больше пить, говорят. Потому что с чаем лучше выходят бактерии всякие, которые в организме появляются. Сейчас же твиндемия, то есть две эпидемии. Эпидемия гриппа и эпидемия короны. Такие времена. Мы живем, поэтому чаек, что-нибудь вкусненькое, вот такое. Пьем чай, старайтесь натуральный. Вот как иван-чай, допустим, он очень полезный. Вот такой, сейчас покажу еще раз. Вот такой иван-чай, смотрите какой. Тут цветки даже есть. Так, а где еще был? Вот. Или вот так вот он обычно выглядит, иван-чай вот такой. Заваривайте и пейте его. Это вот чай, он испокон веков как бы. У нас в стране он популярен, его пили раньше и сейчас пьют тоже. Его можно просто собирать, просто выходите на луга, поля и там его собираете. Так, ну что, мы все вроде бы как попробовали. Давай теперь погоду посмотрим в Якутске, какая погода будет на завтра. Так, сейчас как тут надо? В телефоне надо, что нам сделать? Так, погода, надо сказать просто, да? Погода Якутск. Угу. Так, погода Яндекс. Так, смотрим. Так, погода минус 5 градусов. Пасмурно. Ощущается как минус 9. Вчера было минус 3. Так, и смотрим прогноз. Это ночь у нас, да, идет. Час ночи минус 5. 2 часа ночи минус 5. 3 часа ночи минус 6. И вот холодает до 7 утра получается. Восход у нас в 7 часов 3 минуты. Смотрите. 7 часов 3 минуты восход. Ну и сегодня уже у нас будет. И потом оно теплеет. Теплеет, теплеет. Осадки, кстати, будут. Снег падать. Снег минус 3. Минус 3. Вот до 4 вечера минус 3. А потом опять минус 4. В 17 градусов. А то есть на закат уже температура падает. И закат у нас получается будет в 17 часов 12 минут завтра. Завтра. То есть вот световой день он все меньше и меньше делается. Так, давайте посмотрим, как там прогноз на 10 дней. Сейчас я прогноз на 10 дней включил. Так, какого? Так, вот. По дням смотрим погоду. Так, завтра четверг минус 6, пятницу минус 3, а это днем, это утром, в субботу минус 5, в воскресенье, что он не крутится-то, 17 минус 7. Давай поворачивайся, вот как. Сюда надо крутить. Так, где он? Понедельник. Это понедельник. О, смотрите, уже будет минус 12 ночью. Это в понедельник. Вторник минус 9.
где-то с утра. О, даже потепление типа будет, да? То есть сейчас холода, потом чуть теплее. Ну, примерно оно так будет держаться. Как бы вот этот октябрь месяц, в ноябре будут уже холода. Вполне возможно, что будет уже и минус 25, и 30, минус 30, и минус 40. Но обычно в конце ноября уже холода наступают такие конкретные, минус 40. И декабрь уже это ниже минус 40, то есть 45, возможно. В середине декабря где-то уже температура может быть градусов под 50. Ну, посмотрим, обещают, в общем-то, теплую зиму, но не знаю, насколько это правда, то, что говорят метеорологи, посмотрим. Ну, в общем-то, у нас уже время, сейчас вам точно скажу, 1 час 17 минут ночи, поэтому на данный момент я вот сейчас в комментарии еще, кто может что написал, а вот зефир в шоколаде московской фабрики «Ударница» вам понравится, похож на птичье молоко. Наверное, да, я пробовал зефир в шоколаде, да, ударник вкусный, да, вкусный. Но он сейчас подорожал, ё-моё, блин. А раньше этот зефир, он что-то вообще копейки стоил, а сейчас упаковка там 200 грамм, вообще обалденные деньги какие-то, тем более в шоколаде. Кем вы работаете, сколько просыпаетесь? Вопросы интересные, но я так немножко как бы публично не буду про это распространяться. Так, про песок, новость, огонь, а что сборника закон, да, закончились. Так, домик из спичек, но я уже собирал домик из спичек. Так, понравится, да, где вы работаете? О, Господи, ну я работаю связанный у меня с техникой, технический специалист, короче, поэтому вот на этом вам могу только информацию все предоставить такую, таким образом. Ну и попутно вот хобби, вот это вот как бы видеосъемка, то все. Поэтому вот в последнее время там вот стримики устраивать разные по плану, как бы, ну, особо просмотров нету, но все-таки общение, кто-то смотрит, вопросы задают. Интересно. Интересно. Ну, так что давайте, ладно. Все, будем прощаться, уже поздно. Меня уже на сон кланят. Надо спать ложиться. Будем бай-бай. Да, вам хочу пожелать тоже всем спокойной ночи. Спокойной ночи хочу пожелать. Приятных снов. Значит, здоровья сейчас, тоже не болеть, не хворать. Если что, насморк, сразу это лечить, ингаляцию там, то есть все прогревание, горчичники, с горчицей вот эти ноги греть, значит, в тазике полезно. Кстати, такой совет от меня, да, как бы, что промывайте нос сейчас. Вы сейчас вот пришли откуда-то, да, допустим, там с какого-то публичного места, да, там с автобуса или еще где-то в магазине были, домой пришли или куда там вы, где есть возможность, значит, промывайте нос водой. И бактерии, вот там то, что у вас скапливается, все это надо, и, ну, короче, желательно все, тогда меньше насморка будет. Я это заметил по себе, вот в последнее время я как бы обязательно промываю нос, обязательно после вот того, как приду, и меньше стало все-таки вот этих вот ротовирусных заболеваний всяких, ОРВИ. Угу.
То есть много бактерий вот скапливается в слизистой, и надо желательно все это промывать. Потом маски, да, маски носите тоже. Хоть говорят, что она как бы не защищает, но все равно брызги там изо рта, когда вы говорите, они не распространяются и защищают, значит, людей от, возможно. То есть, если рядом с вами человек в маске, вы защищены определенно, значит. Ну, не 100%, но все равно защита есть. Вот такие у меня советы. Так. Людмила, приятных сновидений. Спасибо, приятных снов, Денис. Вам тоже приятных снов. Ладно, все, давайте, до свидания. Спокойной ночи. Видосики я поснимаю, а у меня есть определенные планы по съемке в городе, как бы. Так что будут выходить очередные видео на канале. Всем пока.